Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана принял участие в 6-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии. В октябре в Туркменистане пройдут Дни культуры Казахстана. Конная группа «Галкыныш» выступит на празднике независимости ОАЭ и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший в Казахстан с рабочим визитом, принял участие в 6-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Выступая на саммите, Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность сохранения мира, согласия и стабильности в регионе на фоне сложной мировой обстановки. Он призвал страны Центральной Азии противостоять попыткам втягивания региона в сферы влияния и конфликты, сохраняя при этом свою самобытность и право на самостоятельный выбор пути развития. В октябре этого года Туркменистан станет местом проведения международного форума, посвященного 300-летнему юбилею великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Президент Туркменистана пригласил глав государств Центральной Азии принять участие в этом значимом мероприятии, подчеркнув его важность для международного диалога. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели встречу в столице Казахстана, где обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Встреча состоялась в рамках 6-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Главы государств выразили удовлетворение возможностью обсудить текущее состояние и перспективы многолетнего сотрудничества. Лидеры обсудили вопросы энергетического сотрудничества, включая поставки туркменской электроэнергии и природного газа в Узбекистан. Президент Туркменистана встретился с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе встречи, прошедшей при участии членов делегаций двух стран, было объявлено о проведении в октябре Дней культуры Казахстана в Туркменистане. В продолжение встречи президенты обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнув традиционно дружественные отношения между народами двух стран, основанные на добрососедстве, равноправии и взаимной поддержке. В Казахстане состоялся бизнес-форум стран-участниц диалога «Центральная Азия-Япония». Основной целью мероприятия стало укрепление торгово-экономических отношений между странами и развитие взаимовыгодных связей между государственными структурами и деловыми кругами. В рамках форума прошли пленарные сессии. Представители Туркменистана и других стран региона представили свои достижения и планы по развитию экономики и промышленности, а также обсудили возможности для совместных проектов. По итогам форума были подписаны важные документы, включая меморандумы о сотрудничестве и рамочные соглашения, направленные на укрепление деловых отношений и реализацию совместных инициатив. Знаменитая группа национальных конных игр «Галкыныш» примет участие в праздновании 53-й годовщины независимости Объединенных Арабских Эмиратов. Данный вопрос обсуждался вчера в ходе встречи посла Туркменистана Караджаева со старшим менеджером общества арабских скакунов ОАЭ Аль-Мансури. Выразив уверенность в том, что визит укрепит двусторонние культурные связи, эмиратская сторона сообщила, что с группой «Галкыныш» активно ведется работа по организационным вопросам. В штате Техас завершается строительство самого масштабного в мире жилого района, созданного с использованием 3D-принтера «Вулкан». Этот гигантский аппарат шириной почти 14 метров и весом 4,75 тонны возводит 100 домов в поселке Волф-Ранч, недалеко от Джорджтауна. Проект стартовал в ноябре 2022 года. Технология 3D-печати домов обещает ряд преимуществ. Более высокую скорость строительства, меньшие затраты, сокращение количества рабочих на площадке и минимизацию строительных отходов. Разработчики утверждают, что стены, созданные по этой технологии, обладают высокой устойчивостью к влаге, плесени, термитам и экстремальным погодным явлениям. Недалеко от Сан-Паулу разбился пассажирский самолет авиакомпании «Воапас», на борту которого находился 61 человек. Местные власти подтвердили, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Самолет упал посреди жилой застройки, но на земле никто не пострадал. Президент Бразилии Лула да Силва объявил трехдневный траур по погибшим и выразил соболезнования семьям и друзьям жертв. Валентина Миредова из Туркменистана продемонстрировала истинный олимпийский дух во время первого раунда женского спринта на 100 метров на Олимпийских играх в Париже. Несмотря на успешное прохождение в следующий этап соревнований, 39-летняя спортсменка вернулась на дорожку, чтобы помочь травмированной сопернице из Южного Судана. Инцидент произошел 2 августа, когда Люсия Моррис из Южного Судана упала примерно на 70-м метре дистанции. Миредова, финишировавшая 4-й в забеге вместе с Селиной Пха-Апха из Лаоса, прибежавшие 6-й, немедленно вернулись, чтобы оказать помощь пострадавшей спортсменке.
Они оставались с Морис до прибытия медицинских работников и эвакуации ее на носилках. Этот благородный поступок Миредовой привлек внимание американского спортивного журнала Sports Illustrated, который отметил его как яркий пример спортивного духа на Олимпиаде. Полузащитник сборной Туркменистана Теймур Чарыев, выступающий за Абдышату, отметился голом в игре против Мурас Юнайтед. Чарыев отличился на 47-й минуте встречи, выведя свою команду вперед. Однако удержать преимущество до финального свистка Абдышате не удалось. На 87-й минуте Эрнист Батырканов, бывший игрок канской команды, сравнял счет. Туркменский нападающий Сулейман Мухадов впервые вышел на поле в составе Ошского Алая в матче 16-го тура чемпионата Киргизстана против бишкекского Дордоя. Дебют состоялся во втором тайме встречи, завершившейся нулевой ничьей. Ранее Алай объявил о переходе Мухадова до конца сезона 2024 года. В первой половине текущего чемпионата форвард выступал за Абдышату, где отметился 4 забитыми мячами. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.